Кризис, вызванный мировой пандемией и ограничительными мерами, коснулся практически всех отраслей народного хозяйственного комплекса, в том числе промышленности, туристической сферы, торговли и многого другого. Но наиболее уязвимыми оказались рынок труда и социальная защита населения. Что касается состояния рынка труда в стране, то и без пандемии оно было не из легких. Прирост занятости за последние 5 лет сокращался. В среднем за этот период трудоустроились всего 454 человека. В негосударственном секторе занято от всего числа занятых только лишь 23%. Численность занятых в частном секторе сокращается до 471 человека, то есть в среднем за 5 лет. Доля бедных и беднейших по данным соцопроса населения составляет 33%. Доля фонда заработной платы в собственных доходах бюджета 72%. Высокая налоговая нагрузка на фонд заработной платы. На раздел «Социальная политика» приходится всего лишь 3,2% от общих расходов государственного бюджета. Такие показатели свидетельствуют об отсутствии новых производств, разрастании доли теневой экономики и неэффективности системы управления. Ко всему прочему, ситуацию усугубляет неопределенность сроков действующих ограничений, в первую очередь закрытие абхазо-российской границы. Подобная ситуация ведет к тому, что определенная часть занятого населения, особенно в частном секторе, может оказаться под угрозой проявления практически всех форм безработицы, от структурной до сезонной. Более того, изменения на рынке труда будут связаны с отмиранием старых профессий и появлением новых. И в связи с этим в особой зоне риска оказываются работающие пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Они могут быть вытеснены с рынка труда, прежде всего по причине будущей высокой конкуренции среди молодежи. На встрече также обсуждалась проблема сельскохозяйственной отрасли. Было отмечено, что необходимы меры, направленные на повышение привлекательности села к месту для труда и жизни. По мнению участников семинара, для этого надо развивать рынок занятости населения в этой сфере. Стратегические вопросы корневые не решены, которые влияют и на сегодняшнюю тему рынка труда и социальной дальше защиты. Если эти вопросы правильно поставить и правильно решить, может быть, и рынок труда изменится, потому что вопросы самообеспечения, тоже сельское хозяйство и т.д. и т.п. Наша зависимость от импорта, она просто уже не выдерживает никакой критики. А если будет заказ со стороны общества, даже не столько государства, если мы будем понимать, съедим то, что вырастим, и поможем в этом направлении нашим крестьянам или тем, кто этим занимается, вообще другой пласт положительных таких проблем скроется. Как нам обеспечить собственное население собственными продуктами? Роль села, роль наших тружеников. Люди не особенно хотят работать. Я вот это заметил, да? Хотят большую цену за продукцию, а сама продукция, скажем так, хотелось бы, чтобы он был получше, да? А теперь представьте себе развитие животноводства, развитие птицеводства, развитие свиноводства, развитие рыбоводства и так далее, и так далее, и так далее. Где искать нам людей, которые в этой сфере будут активно работать? Сможем ли мы свой потенциал национальный, местный, максимально используют в сфере материального производства? В республике существует нехватка специалистов, но привести точную цифру, каких именно и в какой сфере, не представляется возможным, так как не ведется учет. Очень многие заняты на работах, которые нигде не фиксируются, и официально такие люди не трудоустроены. Более того, в Абхазии не ведут статистику по безработным. Статус безработного как такового не существует. Однако, можно ли говорить о безработице в нашей стране, если уже многие годы определенная часть рабочих мест занята иностранными гражданами? Проблема у нас очень большой процент, я думаю, что точно никто и не скажет, какой процент населения самозанят. И вот эти самозанятые граждане, которые, по сути, на сегодняшний день не отчисляют никаких налоговых отчислений в бюджет, являются существенной, серьезной проблемой для нашего государства в целом. Чтобы решить вопрос занятости населения и помочь с трудоустройством гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, по мнению участников семинара, необходимо использовать международный опыт. Однако при этом искать новые подходы к управлению рынком труда, учитывая специфику экономики страны. Сырья Кварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.